При возведении любого объекта строительства важнейшим вопросом является отопление. Сложное согласование, проектирование, подключение, монтаж, дорогое обслуживание – с этим, наверное, сталкивался каждый застройщик. Сегодня есть технология, которая позволяет легко и без больших вложений решить эту задачу. Это система инфракрасного отопления HeatLife. Инфракрасная система отопления – это так называемая лучевая передача тепла непосредственно на объект, минуя воздух, скажем так. Да? То есть это принцип обогревания как солнце. Солнце же не видит, помните, из школы, да? Как нагревается воздух? Солнце греет землю, от земли нагревается воздух. Вот точно такой же принцип действия и данных обогревателей. Мы очень часто замечали, вы находитесь в помещении, вроде бы жарко, да, а стены в доме холодные. То есть воздух горячий, а к стене подойдете, стена холодная. В данном случае прогревается дом, то есть стены, и после этого нагревается воздух. У нас были случаи, когда клиенты приходили, говорят, была авария на сетях, да, свет дали ровно через сутки. На улице минус 43. А в доме 6×6 температура была плюс 10 через сутки. Вы попробуйте печку не потопите сутки. Что у вас будет? Данный продукт прошел полную сертификацию по всем требованиям сертификации в России, то есть сертификат соответствия, сертификат гигиенический, да, санпиновский. То есть все эти требования обязательно выполняются. Материал сам по себе не воспламеняется, не горит. При данных испытаниях подавался на образец, подавался 1 киловольт напряжения, и проверялось, то есть сколько по времени данный продукт выдержит и воспламенение будет или нет. Вот в виде результата, как вы видите, по результатам данного испытания, видно, что пленка просто оплавилась, никакого возгорания не произошло, замыкания тоже не произошло. Да? Вот он включен, никаких тут, так сказать, вот он порванный, и он работает. То есть можете вы начать бить, ломать трубы, крушить отопление у себя дома, нет? Я думаю, что навряд ли вы можете позволить себе с этим материалом что-то там вытворять. Я не знаю, что еще. Давайте мы в него потопчемся, поломаем его. Я надеюсь, вот так вы его не собираетесь использовать 365 дней в году. При этом, можете убедиться, что он работает, продолжает работать, пожалуйста. Трасса включена, все. Самое главное, на сегодня по своим характеристикам это практически единственная система, которая позволяет использовать как основное отопление. Поэтому в любом случае это высокоэффективная, высокотехнологичная инженерная система, к которой надо относиться соответствующим образом. Отопительная пленка проста в монтаже, не требует дорогостоящих систем подвода и подключения к центральному отоплению или газу. Нас очень радует, что мы уже 11 лет какие торгуем, да? И уже люди приходят, те, которые, то есть у нас начинают уже ремонты делать, там перестройки и так далее. Они приходят, говорят, вот мы бы хотели ту еще пленку, которую мы купили 10-11 лет назад, можно ее перекроить, переделать, да? И, приятно очень осознавать, что принесли, а она как будто вчера продали, через 10 лет эксплуатации. Это просто приятно смотреть даже на это. На любую, вы можете добавить температуру, либо убавить. Кнопка вверх-вниз. То есть, допустим, 32 мы зададим, хорошо. Пока до 32 градусов не нагреется, он так и будет работать. Догреется до 32, отключится, остынет на 3 градуса, то есть до 29, и включится опять. Нагрев пошел, уже 25 градусов. Все, 30 градусов он отключился. Гарантийный талон. На работу год, на пленку 30 лет. Это ваше. Еще плюс ваша подложка. Это лапсан, это не пенофол. Это лапсановое покрытие, он ток не проводит. То есть чем отличается от пенофола? Не проводит. Коснулся, есть. Отвел, нет. То есть ток не проводит. Пленку на какое покрытие можно ложить? Желательно.
под любое, кроме мягких. То есть если мы можем что-то под мягкое, то обязательно нужно что-то твердое положить. То есть если мы планируем положить под линолеум либо ковролин, но у нас нету возможности там забетонировать, да, то надо положить хотя бы там, самую тоненькую фанеру, ДВП. То есть нужно снять механические нагрузки. Столы, стулья, каблуки. Вот такие вещи. Чтобы она прослужила свои 30 лет, как. Ну, на ДВП можно ремонт. А на ДВП уже можно Да. ремонт. Да. Спасибо большое. Всего рада. Тепла вашему дому. До свидания. Учитывая пожелания клиентов, да, с то, что мы столкнулись, не все готовы стелить, допустим, инфракрасные обогреватели на пол, да, но это все-таки надо вынести мебель, там, да, сменить половое покрытие, достаточно затратно, да, но люди понимают, видя там у соседей, у знакомых, да, что это очень выгодно. Это выгодно по цене, это очень комфортно, да, они стали ее делать на стены, настенные обогреватели, это все настенные инфракрасные обогреватели. Вот эти греющие картины 500 Вт, 65 градусов. Можете повешать ее, включаете в розетку и все, и она греет. Инфракрасные обогреватели, вот эти вот, особенно хотел бы обратить внимание, да, это Эргусы, фирма Теплофон, наши красноярские, так сказать, производители, российская фирма. Просто шикарный. Что в них нравится? Нижний излучатель стоит под наклоном к полу. То есть при условии установки его, как положено, 10 сантиметров от пола, он дает инфракрасный луч по полу. То есть очень многие, мы, кстати, обратили внимание, что люди приходят и говорят, блин, полы стали теплые. Что очень важно в наших условиях. Очень удачное соотношение цены и качества. На гараж 6×4 достаточно двух вот этих обогревателей. Один терморегулятор, вы выставляете температуру, чтобы лишнего небогребления не было. Там плюс 5 задали. Все. Гарантия на них 3 года, срок службы не менее 10 лет. Тоже инфракрасные, которые 54 класс защиты, не боятся влаги. В определенной степени, то есть не боятся брызг любого направления. Да? То есть понятно, что их заливать водой нельзя, а вот так разрешена эксплуатация влажных помещений. Их обычно ложат под машину. Очень получили популярность. В гаражах, под машины, под вот эти вот мобильные гаражи, типа Наташа там, и так далее. Под них укладывают. Для установки, можно просто положить, включить розетку. Инфракрасная система HeatLife. Новый взгляд на отопление. Степ-панель. Что хочу сказать на нее. Вообще панель создана для выращивания поросят подсошенного возраста. То есть система отопления сделана для использования в свинарниках и так далее. Да? Вы представляете, насколько там агрессивная среда. Вот эта пластина также сроком 30 лет гарантия на нее остается. Полностью герметично залита. Это полностью пластиковая панель. За 11 лет не было ни одного возврата по использованию ее. Очень большой у нас популярность получилась в каком плане? В плане использования ее как отопление септика. И данная пластина просто бросается в септик. Вот. Мощность у нее 120 Вт. 8 кубов септик обогревает без проблем. Также можно использовать как теплый коврик в бане. То есть положили в бане, допустим, если у вас холодные полы в бане, в моечной, да? Вот это, да, соединение полностью, видите, здесь полностью все залито. Все, здесь абсолютно все герметично. Я говорю, за 11 лет ни одного возврата. Скажем так, мобильный, неубиваемый коврик. Абсолютно жесткий, да, то есть который, просто невозможно убить. Нас позволяет возможность, да? Я могу показать? Готово. Все, вот она, не лопнутая, не треснутая. Она рассмотрена уже для наших условий, с учетом и наших пожеланий, да, то есть. Универсальный коврик с подогревом. В него встроенный сам датчик отключения. Полностью готовая к эксплуатации продукция. Отключается все. Всего 40 Вт. Причем под спину можно положить, да, то есть поставить. Можно под кресло, можно бросить под ноги и, пожалуйста, оно лежит. Мы его в шутку называем бухгалтерский коврик. Почему? Потому что люди, которые обычно сидят, много на сидячей работе, да, вот, под ноги положили, да, девушка,
полы тянет по полу. Тот коврик, который можно бросить легко под коврик, под сиденье. Абсолютно спокойно и безопасно будет. Потрясающая, хорошая. Инфракрасная система HeatLife. Новый взгляд на отопление. Также есть потолочные обогреватели, тоже инфракрасные, с температурой на выходе 290 градусов. Есть 650 градусов, да, промышленные такие. А в помещениях с постоянным пребыванием людей, да, необходимо, чтобы высота до лампы самой, скажем так, до инфракрасного обогревателя была 2,50, 3,50, от 2,70 до 3,5 метров. В противном случае будет очень дискомфортно. 290 градусов на выходе низко. Головные боли, высокая температура, крайне некомфортно получается. Очень экономичный, потому что рассев идет сверху, как бы нам привычно награние. Из особенностей, что надо понимать, да, когда он греет сверху, например, вот так же раз, вот нагрелся до стола. От стола отразилось, и пошел наверх. То есть под столом будет температура ниже. Как быть в данной ситуации, когда тебе дали 15, тебе только на отопление нужно 20, да? И еще плюс нужно условить. Есть такая система, это томский завод Эрголайт. Они сделали систему умное отопление. То есть подключается модуль, да? И, скажем так, если вам на отопление нужно 20 киловатт, через этот модуль нам достаточно будет 10 киловатт, чтобы мы могли управлять домом и полностью обеспечить там отопление. У вас появляется полностью свой личный кабинет, да, вы полностью можете программировать свое отопление, да, на какую комнату, включить больше, меньше, когда вы уходите. Дело в том, что данная система управляет компьютер, и он отслеживает, в какое время, когда лучше подать отопление. Вот у нас был прецедент, когда человек, значит, на дом ему нужно было только 16 киловатт на отопление, да, вот. Установив данную систему, он заплатил в районе 5000 за дом, в самый холодный месяц. То есть была установлена система умного отопления и вот эти вот отопления. Если вас заинтересовала наша продукция, мы ждем вас по адресу Строительный рынок, Жарницкого, 33, желтое здание, павильон 70, самый верхний этаж. Инфракрасная система HeatLife. Новый взгляд на отопление.